Около 70 юных спортсменов в возрасте от 7 до 17 лет вышли на старт. Все они готовы показать результаты упорных тренировок и побороться за звание сильнейших пловцов. Крупный турнир по плаванию организовал Республиканский спортивный комитет. В зависимости от категории пловцы преодолевали дистанции разными стилями. Младшие и старшие группы боролись в вольном стиле, на спине и брасом, а участники средних категорий добавили к этой программе еще и баттерфляй. Однако за яркими стартами кроются и серьезные системные проблемы. По словам главного судьи турнира Елены Вардемиади, в состязаниях пока не участвуют команды из других районов республики, ведь там просто нет профессиональных секций и тренерских кадров. Интерес детей растет, но дело в том, что основная масса детей просто приходит научиться плавать. За все лето я обучила 450-500 детей. Из них на следующее лето остается от силы 10-15 человек. Да, дети научились и ушли, а больше не хотят. Сейчас другие интересы у детей немножко. Обидно. Но мы все равно работаем, стараемся, стремимся. Главная проблема для профессионального роста наших пловцов – отсутствие крытых бассейнов. Плавание требует непрерывных тренировок, но сегодня полноценная база доступна только 3 летних месяца. Поддерживать форму круглый год в таких условиях – задача не из легких. Мне 16 лет, плаванием я занимаюсь 4 года. К сожалению, мы занимаемся только летом, зимой нет отопления, и из-за этого мы теряем форму и не можем выступать профессионально. В прошлом соревновании я переживал, но теперь не переживал. Я занял первые места по кролю, на спине и брасу. Папа обещал, что если я займу первые места, то он мне купит самокат. Спортивный путь начинается с поддержки семьи. Для детей важна любая мотивация, от родительской похвалы до долгожданных подарков за новые личные рекорды. Есть проблема одна, она больше не у детей проблема. Это проблема родителей. Нужно напроигрываться. Вот нужно напроигрываться и к этому спокойно относиться. Не бывает такого, что ты постоянно выигрываешь. Бывает где-то ты выиграл, бывает где-то ты проиграл. Но чем проще ты к этому относишься, тем свободнее у тебя голова. Чем свободнее у тебя голова, ты можешь больше сконцентрироваться на том, что ты делаешь. Так, в принципе, везде. Поэтому чуть-чуть попроще родителям, обращаюсь к ним, и все будет хорошо. Надо чаще просто проводить соревнования. Чем чаще соревнования будут, тем больше у них будет опыта. Они будут и выигрывать, и проигрывать, и все будет хорошо. На трибунах в этот день эмоции кипели не меньше, чем в воде. Родители разделяют с детьми и радость триумфа, и горечь первых поражений. Ведь спорт учит не только побеждать, но и с достоинством принимать неудачи, превращая их в опыт. Ирина Богателя, Рамо Камки, Абхазское телевидение.